Что-то потянуло. Что-то здесь есть. Просто сработало как-то интересно. Так, опа. Неплохая такая. Тихо. Какие мы буйные. Тихо. Какие мы буйные. Тихо. Всем большой привет, друзья! Сегодня на календаре 19 ноября. И сегодня у нас, так сказать, знаменательная дата. Так, 15, 25 и 10. 35 лет уже, 35 лет назад, в этот день, я был призван в ряды советской армии. И пошел служить 19 ноября, да. Вот, проводы здесь были в нашей деревне, в родительском доме. Где-то числах, наверное, 16 ноября, наверное. Потом вертолетная площадка там была, на вертолете улетел я в райцентр. С райцентра на самолете в Сыктывкар. В Сыктывкаре я учился, был студентом, призывался оттуда. И уже с Сыктывкара в Княж-Погост нас отправили на автобусах 19 ноября 1990 года. И уже с Княж-Погоста на поезде чух-чух-чух в Москву. Было минус 30 градусов, как сейчас я помню. С Москвы в Ульяновск. И с Ульяновска ждали пару недель борт, и рейсом в Германию, как сейчас помню, аэродром Фелькенберг вроде бы, или нет, Фелькенберг, да, прилетели в Фелькенберг, потом пересылка в Ордруфе была. Как сейчас все помню, прошло 35 лет, а все помню, как будто это было пару лет назад. И с Ордруфа уже нас отвезли в Вальтенбург, и я попал в РВСН, ракетные войска стратегического назначения. Вот, коротко это об истории. Так что поздравляю сегодня всех ракетчиков с праздником. Да, 19 ноября не только у меня день призыва, а также и день ракетных войск и артиллерии. Так что всех причастных поздравляю с праздником. Как говорится, после нас только тишина. И дай бог, чтобы быстрее эта тишина наступила в мире, чтобы не было больше этой войны, быстрее бы победить. Безусловно, победа будет за нами. Чем быстрее, тем лучше. Вот. Время уже где-то половина 12-го. Ждали сегодня более-менее хорошей погоды, более-менее устаканилось. Что творилось с утра, это было что-то с чем-то невозможно. Ураганный ветер, сначала сырой снег, потом дождь, просто стеной дождь, ливень. Вот у нас погодные качели, все, опять весь снег вот тает. Плюс 4 градуса. Мы еще удивляемся, ловится рыба, да не ловится. В общем, только-только более-менее устаканилось. Ветер, конечно, есть, но дождя пока нету, хотя бы во время поездки, чтобы не было. Я уже тут посидел и подумал, посмотрел прогноз, после дождя опять минус, это 100% на льду появится наледь, замучаемся отталбливать. В общем, все, сегодня у нас на этом озере крайняя поездка, и сегодня мы будем поднимать наши жерлицы с этого озера. Проверим, посмотрим, порыбачим и по темноте с фонариками поднимаем и сворачиваемся. Если даже и будет у нас дальше рыбалка на жерлице, это будет у нас уже на другом озере. Все, хватит. Десяток выловили, оставим на развод, как говорится. Ну все, погнали.
Печка у нас протоплена. Все топится. Но сегодня поедем в райцентр. Во-первых, надо залить смонтированное видео. Вечерами я тут монтирую, что снимаю отснятый материал. Надо поработать немного с компьютером. В воскресенье у меня строительство моста. Ну, а там планы будем строить дальше по обстоятельствам, по времени, по погоде, что да как. Конечно же, горю желанием выйти поскорее на Печоре, но на Печору с такой погодой выйти пока никак. Налима ловить пока никак. Может быть, забереги есть, но это очень и очень опасно, и так что не будем спешить, всегда успеем. Все, погнали. Погнали на озеро. Так, ну как говорится, нет худа без добра. В нашем плюсе тоже есть свои плюсы. У нас появились холостые обороты. Это тоже хорошо. Автоматически сделал так. Подсос мне теперь вообще даже не надо убирать кнопкой. Ставлю на подсос, завожу, и у меня автоматически он встает в рабочий режим. И как мы видим, появились холостые обороты. Значит, это 100% была вина в карбюраторе. Где-то был там лед, вода замерзшая, и дай бог сейчас все это прочихается. Если нет, будем сушить карбюратор и ставить. Как мы видим, все нормально работает. И осталось нам поставить стекло. Клепочник уже приехал. Купим сверла, наклепаем и сделаем стекло. Сделаем фартук на толкач. В общем, осталось чуть-чуть, и мой ураган будет уже 100% готов к бою. Ну, погнали. Опять весна. Ну, слава богу, выглянуло солнышко, и хоть дождь перестал лить. Сегодня надо 100% выезжать строить, пока дороги не рухнули. А то мой Логан опять замучается буксовать, скользить. Так, бензин не заправили, но надеюсь, хватит. Понадеемся на авось. Авось хватит. Дождевая туча. Сейчас опять ливанет, скорее всего. Потому что по прогнозу сегодня целый день обещали 4 капли. Целый день дожди. Ну, я приготовился, оделся, через парку не промокну. Ну что у нас на Печоре? На Печоре у нас никаких изменений нет. Вернее, не изменения, а только в худшую сторону. Все шире и шире промывает фарватер. Забереги вот на мелях, которые замерзли, вот это держит. Не знаю, кто-то там возле воды поставил даже палки на налима, вижу. Вот раз, два, три, четыре, пять. Рядом с водой. Но это он зря сделал. Наверное, надеялся на морозы, когда минус 10 было. Сейчас морозов нет. И там ходить, ну, невозможно. Скорее всего, они уплывут у него.
Вот сюда можно поставить на мель. Туда можно поставить на мель. Мелкие налимчики, может быть, язи попадут. Не знаю. Но на фарватере, где глубина, где налим крупный, палки пока ставить невозможно. И прогнозы неутешительные. Морозов нет от слова совсем. Так что ледостав, я так думаю, будет рекордным, поздним. Самое позднее, я помню, 25 декабря, это где-то 2004 или 2005 год был. Походу, все идет к тому, что и в этом году будет декабрьский ледостав у нас. Но ничего, зимний сезон мы открыли, и со льда мы уже ловим. Так что ловили, ловим и будем ловить. Погнали. Ладно, погнали. Приехали. Примчались, так сказать. Один загар я уже видел. Одна сработка есть. Это радует. Все расставило. Но сегодня вечером уже обещают минус. И до минус 5, что ли. Так что рыбачим до темноты. Собираем по плюсу все жерлицы, чтобы не замерзли. Потому что сейчас с таким снегом, сколько навалило его на лед, и с такой оттепелью, это все будет на озере опять вода. И вот так вот все опять промерзнет. Ждать этого не будем. Лед будет еще крепче. Ну, если придем сюда, то только, наверное, весной. Посмотрим. Ничего не буду обещать. Посмотрим. Погнали. Опачки, опачки. Вон, опять каша. На льду у нас опять каша. Так, отсюда до конца озера загара не видать. Давайте пока здесь ближе. Вон, хлюп-хлюп, опять вода. Весь снег, который выпал, сантиметров 10 было, опять он растаял. И опять вода. Сейчас все это промерзнет, и лед будет сантиметров 10, уже не меньше. Ну, не густо. Вон, вчера вечером уже по темноте все жерлицы отдолбили, поменяли живцов. И как мы видим, сработок не густо. Вон одна сработка. Там у нас уже одна щучка была все-таки. До вечера мы дождемся обязательно. Поменяем живцов, глянем сейчас. Потому что вечерком в сумерках самый жор у щуки. Лучше всех клюет. Дождемся до вечера и по темноте уже будем собирать. Так, ну чё? Загарыч. Отлично. Вымотало до конца. Это очень хорошо. Долбить сегодня ничегошеньки не надо. О, туда унесло. Туда унесло. Приготовим крючок. А вдруг? Спокойно идет. Окунь, наверное. Окунь. Да, это окунь. Вот такой вот окунь. Клюнул на малька. Получается, крупный окунь здесь есть. И есть здесь крупный окунь. Вот поставил такой двойничок. И 2 малявочки нацепил. На одну из них клюнул вот такой полосатик. Вот такой вот.
красивый. Так, этих мы закинем пока обратно, потому что все может быть. Если что, может и на дохлую попасться. Как-то же на мой уловят. Вот так вот 2 малявочки нацепим. Живые есть, но уже сюда идти не буду. Вот инцкадан. Начало уже есть. Вчера мы тоже с окуня начинали. А потом вон какая красота получилась. Ух ты, сколько воды-то уже здесь. Так, ну что, чисто ради прикола. Давайте проверим, ловится, не ловится. Плотва, окунь там. Сегодня я не взял даже ни опарышей, ничего. Вон сколько. Сколько дождя, сколько воды. Потому что в планах у меня рыбалки не было. Сейчас чисто старым опарышем закину. Чисто проверить, есть жор, нету. И поиграю блесенкой. Блесенкой также поиграю. По луночкам пройдусь. Схожу в конец озера, там пробурюсь. Попробую. Может, в такую погоду ловится. Сейчас как закон подлости. Не взял ни опарышей, ни червей. И плотва будет ловиться. Ну, посмотрим. В принципе, они сегодня мне не нужны, эти плотвички. Хотя запас можно было в тюрьму и закинуть. Ну, по времени уже долго сидеть не успеваем. Чисто ради любопытства уже хочу попробовать, ловится, не ловится. Должна же она когда-то ловиться. Так, все, дно нашли. Дно нашли. Вот оно дно. Чуть-чуть вот так вот сделаем. Ага, все, дно. И немножко поиграем. Если рыба есть, если она хочет есть, она даже хапает голую мормышку. А там даже вчерашние опарыши висят полувяленые. Так что, если аппетит у рыбы есть, она должна брать. Но, как мы видим, сразу поклевки не последовало. И навряд ли последует. Ладно. Оставляем. Достаем блесну и попробуем поблеснить. Есть же крупный окунь? Есть. О, сработочка. Это хорошо. Одна сработка еще как минимум есть. Сейчас мы туда пойдем. Скоро, очень скоро. И проверим. Проверим. Так. 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 Ну, на блесну опарыша не надо. Крупный окунь здесь есть. Да и мелочь, если берет,
то берет блесну она жадно. Как-то наловил вот таких вот мелких окуней, наверное, штук 100 здесь. Для живцов на первое время они тоже пойдут, даже на налимов. Вчера мы видели щук, которые тоже окуня едят. Тишина. Сегодняшняя погода тоже не клевая получается. Так, отошел с середины к берегу. И вот первая поклевка. На блесну клюнул жерличный окушок. Пока его кидаем так. Сегодня тепло. Не должен замерзнуть. Где-то с 7-го заброса, наверное. А на середине не хотели. Вот так вот. Немножко водички тебе тут будет. На, порезвись пока здесь. Но это еще не диагноз. Как бы одна поклевка — это еще не поклевка. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Одна поклевка, еще не жор, еще не жор. Так, вижу вторую сработку на малька. Возможно, есть окунь. Опа, есть вторая поклевка. Я еще не смотрю, даже вон вторая. О, ветер опять поднимается. Сейчас что-то будет. В принципе, нормальный жерличный размер. Если поклюет, тоже неплохо. Соберем живцов. Закинем в тюрьму и пригодятся на первый лед на Печоре по налиму. Главное сохранить. Где мы этого ерша поймаем, еще неизвестно. Есть небольшой запас ершей, но выжили, не выжили, никто не знает. Будем цеплять на первый крупный крючок. Также может взять щука, если есть. Тот же налим, если будет проплывать. Хуже не будет. Всяко лучше, чем малек на здоровенном крючке. А может быть, куда-нибудь еще, если такая межсезонье затянется, может быть, еще на какое-нибудь озеро сгоняем. Посмотрим, будет видно. Так, с первой лунки вытащили 2 окушка. Долго времени не теряем. Вот 7 лунок вчерашний. Сейчас по несколько забросов на каждую лунку. Может быть, окунь не гуляет, так что будем его искать сами. Пройдемся здесь, проверим жерлицу и пойдем туда в конец озера. Проверим там еще. Там, правда, неудобно блеснить. Очень много травы, но попробуем. Пока непонятно. Есть рыба, нет. Есть аппетит, нет. Те 2 окушка вроде бы сразу как тюкнули. Может быть, и нету здесь их. Так, третий.
Еле-еле тюкнул. Еле-еле душа в теле. Прошел уже штук 6, наверное, лунок. Да, вон 7-я осталась и 8-я. И то еле-еле тюкнул. Не густо, скажем так. Скорее всего, наверное, нет аппетита. Потому что, по идее, этого окуня мелкого здесь должно быть очень много. Это крупная редкость. Видать, сетями вылавливает летом. А мелкого здесь хватает. Нет, только один. Чудеса случаются. Плотва. Плотва на блесну. Вот это да. Вот это номер. Вот это номер так номер. Плотвичка клюнула на блесну. Бывают, конечно, такие случаи, но редко, очень редко. Мне как-то на блесну сик попался. Хотя наш печорский сик далеко не хищник. Один раз попался на голую блесенку. С тройничком, с такой же капелькой играл. И тюкнул. И вот плотва, может, пару раз, не больше попадала. Но от силы, может, раз 5, не больше. И вот клюнула плотва жерличная, хорошая плотвичка. А матеря не хотят. Так что чудеса случаются. Возможно, если там на ямке прикормить, может быть, и подойдут к вечерку. Теплая мягкая погода, ну ветер, да. Но если они на блесну кидаются, значит аппетит есть у них. Возможно, просто подойти не успели. Я даже камеру не взял сегодня, ничего не взял. Потому что мы сегодня приехали на поднятие наших жерлиц уже. Это так уже побалуемся, пока не стемнело. Хотя, о, вижу одну жерлицу на малька сработанную, одну на плотву или на окуня. 2 жерлицы как минимум сработаны. Пойдем-ка сейчас проверим еще ту лунку. И пойдем глянем. Уже не терпится узнать, кто у нас там клюнул. Кто зажег наши флажки. Так, вдалеке вроде еще 3-й загар вижу. 3 загара. Учкудук, 3 загара. Так, здесь уже немножко помельче. Оп, есть. Что-то небольшое клюнуло. Живец. Окушок. Отлично. Давайте. Живцам я всегда рад. Прошлый год отсюда мы больше 100 живцов набрали. Правда, не все выжило. Пока везли, пока довезли, пока ждали, когда лед придет. В 30-литровой бутылке у нас основная масса подохла. Что-то не выжили они в печорской воде. Но на первое время половил я. Так, опа. В общем, решил попробовать, где я поймал плотву на блесну, на удочку.
И вот сразу, как мы видим, сразу же последовала поклевка. Оказывается, не в том месте мы плотву ловили. Так, надо будет запомнить это место. Здесь немножко поглубже даже, чем там. А мы грешили там, что плотва не ловится, то, что клёва нет. Может быть, не в том месте ловили. Вот сейчас закинул мормышку и сразу последовала поклевка. Хотя парыш старый, вчерашний, вяленый. И опарыши мы сегодня с собой не взяли. Ну и ладно, бог с ним. Если плотва берет, она и на пустую мормышку должна клевать. Если она уже на блесну кидается. Ну, не так-то и густо. Я думал, сейчас пойдет долбежка, как обычно, когда ловится хорошо. Нет. Тоже, видать, не густо. Ладно, поиграем немножко, может, подойдут. Так, ну что, давайте проверим наши загары. Наши сработанные жерлицы. Подошел к первой. И вижу вторую, третью, четвертую. И вроде даже пятую. 5 жерлиц сработано. Поймал я, в общем, 3 плотвички. И раз, два, 3, 4 окуня. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас был малек вроде бы как. И сработало, но здесь, скорее всего, украли. Я так думаю. Так, видно, да? Я так думаю, здесь, наверное, украла. Меня лиса украла, да. Пустой тройник. А мальков мы с собой не взяли, конечно. Ладно, нацепим окушка сюда. Нацепим окушка. Так. Тройничок, конечно, маленький. Но пусть лучше будет окушок, чем пустой крючок. Правильно? Я тоже так думаю. Вот так вот. Раз, подплавничок. Плавай, друг. Иди туда. Если щука тебя найдет, то она от меня не уйдет. Так. До вечера пусть поболтается. Еще одна сработочка. На маленький тройничок. И тоже походу сход. Фигня это, только на окуня. Хотя одну щуку мы поймали. Да, вон кто-то клюнул и плюнул. Ладно, еще не вечер. А вот здесь работка на крупную, на крупного живца, но не размотала, тоже скорее всего пустое. Может быть, сработал сам живец. Да, вон какой крупный окунь здесь у нас. Скорее всего, он сам и дернул. Ладно, поплавай. Пока не весело. Здесь у нас тоже сработка, но тоже, наверное, скорее всего, ложная, потому что не размотала. Скорее всего, это флажки повырывало ветром сильным.
Хотя нет. Нет, не. Или сами живцы крупные. Хотя этот окунь не такой-то уже крупный. Не знаю. Но по крайней мере сработал. И они в траву вот запутали. Вчера здесь еще у нас щука была. Сегодня никого нет. Тихо, тихо, тихо будь. Вот так вот. Вот так вот. До вечера еще время есть. Давай. Гуляй. Приманивай щучку. Ну и крайняя сработка. И тоже мы что здесь видим, что у нас все здесь запутано. Опа, есть щука, есть. Здесь щука у нас есть. Как-то запутала, не вымотала. Я думал, здесь никого нет. Но что-то потянуло. Что-то здесь есть. Просто сработало как-то интересно. Так, опа. Неплохая такая. Тихо. Тихо. Какие мы буйные. Тихо. Какие мы буйные. Тихо. Опа, опачки. Вот это янцикадан. Вот красоточка. Вот красоточка моя. Ох, красотка. Но это ближе к 2 килограммам уже. Ну и сегодня без щуки мы не остались. Наша Маша. Наша янцикадан. Мы тебя сейчас немножко сделаем бай-бай. Так. Баю-баюшки, баю. Вот так вот. Наша Маша. Ну, а кушка попала вон. Так что окунь тоже имеет место быть. Вот такая вот красотка. Красотень. В моей деревне каждый день. Ух ты, заглотил это так как глубоко. Вот он, двойничок. До самого желудка. Я еще переживал, что сорвется. Такие не сходят. Такие не сходят. Вон. Эй. Ладно, отцепляем. Есть одна все-таки. Попала напоследок. Так, друзья, у нас работочка. Прямо свежая сработка. Сегодня мы поставили сюда окушка вроде бы, или плотвичку, я не помню уже. На оснащенную маленькую жерлицу. И он сразу... А, это, наверное... Да нет, не. Дергает что-то. Дергает. Что-то клюнуло на нашу плотвичку, на маленький тройничок. Возможен сход. Нет, наша сработала. Небольшая, ну и не маленькая, такая съедобная. Грамм, не знаю, 600 точно есть, наверное. Вот так вот. Малька украла.
А маленький тройничок у нас сработал. Ну-ка, повернись-ка эрогенной зоной вверх. Так. Молодец, молодец. Это называется, скажите, попала за небо. В принципе, нормально. Вот так вот. По сравнению с этой, конечно, дрищ-пакет. Ну, если это двушка, это грамм 600, наверное, нормально. Янцикадан. Так что малышок, тройничок сработал с плотвичкой. Только что насадили минут 15 назад. Пробурил 4 луночки. Пробую на блесну. Поклевок нет. А тут смотрю, горит. Красавчик. Ну вот. Поливал дождь. Вечером обещали минус. До минус 5. Уже пошел снег. С ветром. Дождевая прошла, похолодало. И пошел снег уже. Но мы не унываем, побурим, попробуем поблеснить окуня. И в сумерках уже начнем подъем жерлиц. Потому что мы уже точно знаем, любимое время это темнота. Так, друзья, не хочу ничего говорить, но вроде бы нашел окуневую лунку. Пробурил с десяток лунок, прошелся, он, и третья поклевка уже, 2 окуня уже вытащил жерличных, и третья поклевка была. Самое интересное, если в середине озера на глубине окуни попадались светлые печорские, то здесь черные озерные окушки, он или в траву зацепил, или забагрил. Но поклевки есть. По крайней мере 3 поклевки было, 2 из них я реализовал. Пробурился в надежде поблеснить, в надежде поймать крупного окуня, но крупного окуня здесь, видать, мало. Нет, да редко попадают на жерлицы. Сколько я? 2 или 3 поймал, не помню уже. 3 крупных вроде бы окуня поймал. Остальное мелочевка. Видать, сетями процеживают. Оп. Есть что-то вроде было поклевочка. Ну, до темноты у меня жерлицы стоят. Может быть, еще будут сработка. Не будем же мы сидеть просто так. У нас есть блесна. В принципе, даже 2 удочки есть без опарышей. Так что, может быть, что-нибудь, да еще мы поймаем интересного. Как говорится, еще не вечер. Вот еще луночку нашел. 3-й окунь уже. Как-то не везде они вот. Прошел около 15 лун, 10-то точно уже, больше 10 лунок. Лунок 12, наверное, 13. Вот только 2-ю лунку нашел, где клюет окунь. Получается, он не везде. Где-то метров через 10 бурю лунки. В поисках. Раз 10 заброшу. Нет. Пошел дальше. Вот в одной лунке поймал 2 штуки. Так, тут трава еще тоже вон. И здесь 3 штуки. Как раз жерличный хороший окунь. Ловим на блесну.
в надежде поймать крупного окуня. Только щучку сюда не надо. Поводка нету. Щука пусть вон на жерлице ловится. Все, стоило только включить камеру, все как обрезало. Думаю, даже две поймал, не буду включать. После третьей включил, и все. Тишина. Нет, еще была поклевка. Поклевки еле заметные. Прямо я по леске вижу, что окунь подошел к блесне, дотронулся до блесенки. И подсекаешь. Не так жадно берет, как обычно. О! Чуть-чуть не успел. Наконец-то более-менее крупный окунь он попался. Этот уже по-любому не жерличный. По сравнению с жерличными это уже крупняк. Вчера, конечно, был намного, в 2 раза крупнее. Но хотя бы такие, и то уже приятно. Сразу заметил вес, включил камеру, но немножко не успел. Есть экземпляры, есть. Ну, видать, в небольшом количестве. Где они ползают? В общем, надо искать. Просто остановился возле этой лунки. Вон уже где-то пяток точно я здесь выдернул жерличных. И этот прямо аж сразу. Сначала по зубам прошелся. Нет, не успокоился. Взял сразу. Получается, аппетит сегодня у окуня есть. Главное, его надо найти. Что-то было. Это, возможно, и трава. Травы здесь хватает. Самое лучшее поймать гальянов небольших и поставить жерлицы с маленькими тройничками. Или еще лучше с двойничками или одинарными крючками. Вот тогда окунь, может быть, и попадет. Только желательно ставить поводки, потому что если попадет щука, она, конечно же, перекусит. Все, пошли дальше. 5 метров 10, наверное, между лунками примерно. Температура повернула на минус. Снег уже не тает, лед уже не тает. Уже хрустит. Минус 2 где-то примерно, наверное. Вечером обещали минус 5. Так что однозначно сегодня поднимаем жерлицы. Хватит. Хоть 10 щук попадет, все равно подниму. Потому что сейчас это все намерзнет. Обещают снегопад. Снег сейчас упадет на лед, выдавит воду с лунок. Будет много наледи, воды. Нафиг мучаться. Хватит, до воскресенья отдохнем. В воскресенье пойдем построим мост, дай бог получится. И потом, возможно, сгоняем куда-нибудь на другое озеро. Так, ну что, начало темнеть. Кругом тучи, в общем, не будем дожидаться дождя, непогоды, снега. Пока совсем не стемнело, начинаем собирать жерлицы. Сейчас первым делом закинем живцов в тюрьму. Вот сколько тут я поймал. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 штук. И предварительное подведение итогов. Это у нас один окунь, одна щучка и одна щука. Нормально, хорошая, толстенькая мамка щучка. Щука. Вот это пока. Потому что сейчас начнет темнеть, начинается время жора.
Может быть, что-нибудь да еще клюнет. Так, ну а мы начнем, наверное, с оснащенных жерлиц с маленькими тройничками, что в последнюю очередь кинули, чтобы не путаться потом. И потом соберем вот эти жерлицы, которые с крупными крючками. Все, сматываем удочки. Хватит. Спасибо, озеро. И на этом сколько у нас тут? 10-12 щук, наверное, получилось. И пару окуней крупных. Неплохо. Пусть трофейный большой не поймали, но как бы нормальные щуки, хороших размеров. Я доволен. В принципе, озеро не подкачало. В этом озере рыба есть. Несмотря на то, что все лето ставят сетями, ловят, крупного окуня вылавливают. Но щука, видать, хитрее. Она что мое, то мое, как говорится. Сливки сняли. Первый лед, открытие сезона зимнего сделали. Дальше посмотрим. Или будем заниматься рыбалкой на Печоре, на лима ловить. Ну, а если морозов не будет и Печора будет открыта, проверим какое-нибудь другое озеро. На этом, пока на этом озере все. Закругляемся. Остальное оставим на развод. Как-то вот так. Но еще не точка. Пока еще запятая. Возможно, что-нибудь еще поймаем сегодня. Друзья, пару кадров, буквально пару кадров. В общем, не успел я. Надо было на час раньше начать поднять. Все, началось. То, что прогноз обещал, вот оно пришло. Поднялся ветер, пошел снег. Он просто не вертикально, а горизонтально. Вот ветрище. Не знаю, передает или не передает камера, но ужас, что творится. Я успел только закинуть живцов в тюрьму. 12 штук. 12 штук я поймал, и один там был. 13 окушков, чертова дюжина. И несколько малечков у меня там. Все, рыбу оставляю пока здесь. Если что, закину в корыто. Приготовил. Ну что приготовил? Приготовил крючок только, и все. Пошли поднимать. Вот при такой погоде приходится. Как-то я уже припоминаю, подъем жерлиц примерно так же было, только минус был намного жестче. Было уже такое. И вот все повторяется, все возвращается. В принципе, я об этом знал. Немного времени было, но я это время уделил рыбалке на блесну. Поймал 12 окушков. Удовольствие хапнул немножко. А, еще крупного окушка поймал. Окуня. Все, теперь главное ничего не оставить, все поднять. Снимать, как поднимаю жерлицы, смысла нет. Но если где-то поклевка будет и где-то щука будет, мы это обязательно увидим. Все. Пошли работать. Начинается самое приятное, в кавычках. Так, ну что, у нас сработка. Сработала та же жерлица, где сегодня поймали окуня на мальков и закинули обратно тройничок с двумя дохлыми мальками. В надежде думал на окуня. Не знаю, от ветра подняло флажок или кто-то клюнул. Сейчас посмотрим. Сейчас мы это посмотрим. Так не пойдет. Вот так вот пойдет. Так, надеюсь, видно. Не. Об траву запутала. И остался только один малек. Одного украли, один остался. Дохлый. Ну, кто-то все равно клюнул, дернул. Так, дохлого тоже забираем. Коту. Ну, с этого и начнем подъем жерлиц. Все-таки мальки работают. Так, друзья, не знаю, как видимость. Поднимаю
жерлицы свои. И самое печальное, что сегодня случилось, это то, что я дома забыл фонарик. Телефон взял, камеру взял, все похлопал, все на месте, забыл фонарик. Поднимаю в кромешной темноте с помощью телефона. И вот дошел до очередной жерлицы. И как мы видим, загар и вымотана полностью. Возможно, здесь может быть щука, так что давайте смотреть вместе. Освещает у нас фонарик. Снегопад прошел, ветер не утихает, но нормально, терпимо. Бывает хуже. Так, ну чё, с Богом. Так, подсекать смысла нету, здесь двойники. Она уже давно сама себя подсекла. Если что, пока что-то идет, пока что-то дергает. Не крупная, но это щука 100%. Это не окунь, это щука. Вот такая вот. Полкилошечка. Вот такая вот щука. А что я туда-то показываю? У меня же камера снимает. Примерно полкилограмма. Может грамм 600, не больше. Попала вот на такую плотву здоровую. Так что сегодня у нас третья щука это. И еще не конец. Еще не точка. Это еще, возможно, тоже только запятая. Енскаден. Снимаем щуку. Снимаем жерлицу. Все. Ну вот, друзья, теперь можно точно поставить уже точку нашей рыбалки. Открытию первого льда. Улов немножко прибавился. Теперь у нас 3 щуки и 2 окуня. Вот это здоровяк, конечно, здоровая мамка порадовала напоследок. Ну и эти тоже хороши. 3 щуки, 2 окуня. Итого чертову дюжину я поймал на первый лед. Не знаю, как что видно. Давайте попробуем так. О, так вроде бы видно. На этом открытие первого льда считаю закрытым. Все нормально, все хорошо. Мне понравилось. Не знаю, как вам. Дальше будет немного другая рыбалка. Или мы где-нибудь еще порыбачим на озере, если не будет льда на Печоре. А сейчас давайте прощаться. Пару дней отдохну я точно. Немножко устал, немножко замерз. Погода, конечно, хреновая, но терпимо. Не такое проходили. Все, друзья. Всем пока, всем до свидания. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Обязательно увидимся.